більше, ніж Крим. Великі люди маленького народу. Эта форма, она, можно сказать, классическая форма. Изготавливая такие сосуды нашими мастерами, нашими предками из поколения в поколение, они пропускали это через себя. И каждый этот предмет, этот сосуд, он практически является нашим лицом. И я буквально говорю, что я состою из этой формы, из этого сосуда. В нем не только образ, но в нем еще и вся история, традиции, культура нашего народу. Рустем Скибін вже 15 років не уявляє себе без глини. Його бренд визнаний одним із найкращих в Україні. Керамічні вироби Скибіна є у колекції президентів. Усі ці роки Рустем Скибін намагається зберегти культуру свого народу – кримських татар. Впервые в Крым я приехал в 1991 году. Это было мое поступление в Самарканде в училище искусств. И после поступления я сразу же приехал в Крым, буквально строить дом. Вот, и это был первый приезд, это удивление, это курортные, конечно же, города. Мы со Средней Азии, и так, этика, культура, правила поведения определенные, которые там характерны для Средней Азии, были очень отличительны от того, что я увидел. Это был такой некий культурный шок. Основную самоидентификацию человек получает по женской линии через мать, и мать является таким носителем культуры. Вот мама у меня крымская татарка, поэтому я думаю, что вот с этими песнями, там, с этими словами это все и было заложено. То понимание себя как крымского татарина привело меня к тому, что я должен жить в этой среде. Я должен, кроме того, что делаю эти предметы, я должен еще и иметь стены крымско-татарские, иметь траву крымско-татарскую, иметь дерево крымско-татарское. И вот это пространство я начал создавать в своем доме. Со всеми традициями, со всеми атрибутами. И как раз-таки во все это я привносил современность. То есть, чтобы это было удобно, чтобы это было понятно еще и тем гостям, которые приезжают. Ну, чтобы они видели, что это крымско-татарское, чтобы у них не возникало вопроса, что это там какой-то другой культуры, а сразу было понятно. Мы сейчас сделаем корпус, а ручку и носик будем делать чуть позже. Сейчас самое важное — отцентровка, поэтому немножко сосредоточусь. Керамикой я немножко увлекался в Узбекистане, народной игрушкой лепил, вот, и орнамент изучал в Узбекистане, а Крым уже дал как бы базу технологическую и знакомство с учителем, уже с самим носителем культуры, дало возможность заниматься уже профессионально этим. Мы познакомились с Мамутом Чорлу на одной из выставок, которая проводилась в школе в Каменке. И Мамут представлял свое творчество, а я представлял предприятие с этими произведениями, которые мы там производили. Они были абсолютно не крымско-татарские. Я на то время практически ничего не знал об этом. Вот мы там познакомились, поговорили, Мамут заинтересовался технологией и предложил мне создать несколько произведений с крымско-татарским орнаментом. И с того момента мы с ним начали работать, и я стал его учеником до сегодняшнего дня.
Для многих народов, практически для всех, это средство коммуникации тоже. Потому что по орнаменту можно было определить, с какого региона этот человек, носитель. По орнаменту можно было определить статус, по орнаменту можно было определить там, по технологии его уровень материальный, принадлежность там, социальную. Поэтому орнамент — это тоже образ и, можно сказать, визитка, визитная карточка в то время. Здесь у нас тоже два граната. Это символ гранат семьи. И здесь у нас уже побольше изображены тюльпаны, миндали. Это дети. Это молодая семья с ее детьми. Блюдо вот вчера вышло из обжига. Этот орнамент у нас с хабрыза, домотканные полотенца. Вот. И здесь такой главный знак ромбик, или его еще называют пахлава. И в центре кобек, живот. То есть это такое место зарождения. Да, это вот современная такая подача килимного или хабрызного орнамента с полотенец или с ковров на керамику. Вот. И яркая работа, да. Заканчиваете и с глазурью, и чертеж, да, и пойдемте кофе пить будем. Хорошо. Да, перерывчик небольшой. Мы просто как художники можем говорить с помощью этих узоров и с помощью этой семантики, выражать какие-то новые произведения, то есть говорить новые предложения, там какие-то мысли выражать, которые уместны и понятны современному зрителю и нашему времени. Не говорить на языке древнем, ну, то, как было там, 300-500 лет назад. Вот. То есть это музейные уже артефакты, которые являются нашим словарем, нашим букварем. А вот сами произведения, конечно же, мы должны делать новые. Мои предметы дарились, приобретались, покупались и коллекционерами, разными известными людьми. Вот, насколько я так знаю, и получал письмо благодарности от семьи Бушей, Штефан Фюлли, еврокомиссар, Джордж Сорос, президент Виктор Андреевич Ющенко. Он приезжал в Крым, учился, знакомился с нашей орнаментикой и керамикой. Вот этот сосуд, он найден в Крыму на месте сожженной деревни. Я стараюсь донести до общественности необходимость и крайне важное это создание Крымско-Татарского музея, в котором было бы представлено и собрано все, потому что сейчас есть на материковой части Украины достаточно и коллекционеров, и предметов, которые разбросаны, они есть там даже в продаже в какой-то, но мы не имеем возможности их там выкупить, их собрать и сложить все в одном месте, чтобы оно было доступно для всех. Вот такая площадка очень нужна. Мы сейчас будем делать этот сосуд куман. Это большой, один из самых больших размеров из куманов, а мы сделаем детский. Так, этот сосуд, он использовался у нас в ритуале омовения перед молитвой, и поэтому у него такая форма. У меня есть ученики и не крымские татары. Главное, одно из условий при встрече там, с учеником, который бы хотел заниматься, это, конечно же, любовь к этому делу и согласие заниматься именно тем, что я умею хорошо делать. Чистая хуже, чем вот сейчас. Да, может быть, чистую нужно дольше держать, чтобы она поспевала. Мы еще для крымских татар делаем такие маркеры, которые бы им напоминали о Крыме. То есть, чтобы они чувствовали себя не
за пределами, а внутри. То есть свои какие-то вещи, которые тебя относят и понятными делают. Нас все загоняют в Крым, вот ваш Крым, вот здесь сидите. Крымское ханство, оно намного больше. Наш вклад огромный в становление самой Украины как государства. Вот. Поэтому мы хотим быть такими. И концепция делать это все только в Крыму, она не совсем работает. Многие вещи мы в Крыму не сможем уже делать, а их делать нужно. И в то же самое время ты остаешься вот на таком выборе. Либо ты должен делать так, либо возвращаться, ну и быть в такой условно внутренней эмиграции. Все предметы, которые были атрибутированы, которые были вывезены из Крыма, они не имеют названия крымско-татарские, то есть они потом переименовываются, переделываются в другое и отдаются там каким-то другим народам. И предметы, которые мы не имеем доступа в музеях, мы не знаем их историю, куда они пропадают, куда они деваются, вывозятся. Это все такое культурное мародерство. Многие вещи, инициативы я в Крыму не могу реализовывать. Я могу их сделать здесь, в Украине. Все.